Всем привет! Тема сегодняшнего урока – переходное время глагола. Переходное время глагола используется в двух случаях, когда говорится о действии, совершаемом обычно, или говорится о будущем, в котором говорящий уверен. Время определяется настоящее или будущее по контексту. В отличие от таблицы личных окончаний первого типа, приведенной в 19 уроке, в третьем лице единственного и множественного числа all, olar добавляются личные окончания d, d. В первом лице единственного и множественного числа men, без, только личные окончания, которые начинаются на букву м, то есть men, nen, mes, nes. Сравните с таблицей личных окончаний первого типа. При образовании переходного времени к основе глагола, если слово твердое, добавляется суффикс «а». Если слово мягкое – суффикс «е». Суффикс «и» добавляется, если слово заканчивается на гласную. После суффиксов добавляются личные окончания первого типа. Примеры на настоящее обычно совершаемое действие. Нен жазамын. Я пишу. Без теледидар көреміз. Мы телевизор смотрим. Сен қазақша сөйлейсің. Ты по-казахски разговариваешь. Уважительная форма сіз диванда ұйықтайсыз. Вы обычно на диване спите. Обращение к друзьям и сверстникам. Сендер қазақ тілін үйренесіңдер ме? Вы казахский язык изучаете? Уважительная форма множественное число. Орысша сөйлейсіздер ме? Вы по-русски разговариваете? В переходном времени глагола в третьем лице добавляются личные окончания д, д. Например, ол орысша жақсы түсінеді, бірақ нашар сөйлейді. Он по-русски хорошо понимает, но плохо разговаривает. Олар мектепте оқиды. Они в школе учатся. Обратите внимание на суффикс. В слове оқиды глагол исключения. Полный список глаголов исключений смотрите по ссылке в описании. Примеры на переходное время, когда оно используется в значении будущего, если говорящий в этом будущем уверен. Например, ол ертең емтихан тапсырады. Он завтра экзамен сдает. Сен келер аптада ауылға жүресің. Ты на следующей неделе едешь в аул. Как в разговорной речи, так и на письме в переходном времени глагола встречается сокращение окончаний первого лица единственного числа мен, нен, до, м. Например, білемін – я знаю, білем, боламын – я буду, болам. Отрицательная форма глагола образуется при помощи отрицательных суффиксов бе, пе, ме, которые присоединяются к основе глагола. Затем следует суффикс и личное окончание первого типа. Например, бүгін футболға бармаймын. Сегодня на футбол не пойду. Біз лимонмен шай ішпейміз. Мы с лимоном чай не пьем.
Глаголом оху, есту, ренжу, даму и так далее перед отрицательными суффиксами добавляются или в зависимости от твердости или мягкости слова. Например, естмимен – я не слышу, даммайсез – вы не развиваетесь, танмайде – он не познает. Полный список глаголов исключений смотрите по ссылке в описании. Важно помнить, что если основа глагола в неопределенной форме заканчивается на согласные г, г, б, то при добавлении отрицательных частиц отбрасывается суффикс «у», и звонкие согласные г, г, б переходят в глухие к, х, п. Например, кешегеде – опаздывает, кешекпейде – не опаздывает. В переходном времени при образовании вопросительных предложений есть один нюанс. Когда задаются общие вопросы с вопросительными частицами, в третьем лице единственного и множественного числа не добавляются окончания «д». Примеры. Ол ертен емтихан тапсырама, он завтра экзамен сдает, алма театрға барама, алма идет в театр. Во втором лице единственного и множественного числа вопросительные частицы ба, бе, па, пе, ма, ме в переходном времени могут изменяться на м, н. В этом случае они присоединяются к глаголу перед личными окончаниями. Например, келемісің – ты придешь, барамысың – ты пойдешь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.